Работа, карьера, заботы по дому, воспитание детей – все это мир современной женщины. И часто за всем этим нам некогда взглянуть на себя со стороны и задаться вопросом: когда я в последний раз была в салоне? А к лицу ли мне эта прическа? А нравлюсь ли я себе по-прежнему? Задумались? Прекрасно. Осталось сделать еще один шаг, решиться на перемены и участвовать в нашем модном проекте. Так и сделала наша новая героиня Эльвина. А что из этого получилось? Сейчас посмотрим. Всем привет! Меня зовут Эльвина, мне 35 лет, живу я в городе Симферополь. По образованию я философ, но по жизни я творческий человек. Моя жизнь певческая началась в группе «Севинч». Мы занимались в ансамбле «Ученцу» и познакомились с девочками, с двумя сестрами, с Асией и Заремой. Конечно, я скучаю по этому периоду. Сейчас мы все-таки редко, но выступаем на мероприятиях. Моя семья – это мой сын, это мои родители. Конечно же, родители мои помогают мне в воспитании сына. Нам хорошо вместе. Мы находим общий язык и общие виды развлечения. Конечно, случается так в жизни, что иногда семейные пары расходятся. Так произошло и у меня. Наверное, женщине остаться одной – это всегда очень сложно, потому что всегда думаешь, как дальше жить и как становиться на ноги самой и поднимать ребенка. Наверное, на протяжении нескольких лет я как раз-таки перестала писать песни и записывать, и выступать. Я очень хочу поменять свой образ. В таком образе я уже нахожусь очень долгое время. Я не скажу, что он меня не устраивает, но хочется что-то поменять в себе, может быть, поменяется что-то и в жизни. К тому же я планирую снять клип, и было бы неплохо, если бы в клипе был уже мой новый образ. Я очень надеюсь, что вы мне в этом поможете. Первый образ для Эльвины мы решили собрать в духе стиля бохо. В двух словах, бохо-стиль можно охарактеризовать как стремление к свободе и уникальности. Философия, которая идеально вписывается в характер нашей героини. Но мы еле уговорили примерить его. Длинное платье в цветочек дополнили свободным и уютным вязаным кардиганом. В качестве аксессуара – широкий и акцентный пояс на кольцах. Второй лук оказался более привычным для Эльвины. Джинсы клеш, футболка с принтом и пальто. Эти базовые вещи легко сочетаются между собой. Также можно выбирать эти вещи в других силуэтных группах. Результат всегда будет интересный. Мы не могли обойти стороной этот тренд. Кожаные брюки в сочетании с гипюровой блузой смотрятся женственно и смело одновременно. Эльвина осталась в восторге от этого образа. Эльвина, ну что ж, мы примерили с тобой 3 разных образа. Хотелось бы услышать, конечно, твое мнение, что понравилось, что не понравилось. Возможно, ничего не понравилось. Ну, Халиде, первый образ был, конечно, для меня непривычный. Чужой. Я бы сама так не оделась, это точно. Второй более привычный, удобный. Ну, а этот... Просто самый... Твоему характеру, да. Потому что да, ты чувствуешь себя в нем органично, очень. И по твоему настроению видно, что тебе он по душе. Да, мне очень нравится. Ну что ж, сейчас я предлагаю отправиться в салон. Ты готова к дальнейшим переменам? Конечно. Ну и потом нас ждет самая интересная встреча с твоими друзьями и финальная часть. Хотим. Я вижу, что очень много, большой выбор цветов, но я понимаю, что сегодня мы можем
сделать только что-то одно? Да, Эльвина у нас принадлежит теплому цветотипу. Это зеленовато-карие глаза, розоватый оттенок кожи, мягкие черты лица. Я думаю, исходя из ее внешних природных данных, ей нужен более естественный цвет волос. Будем стараться выйти из черного цвета, придать ей больше свежести. Джульмар, ты знаешь, я слышала от Эльвины несколько раз, она упомянула о том, что всегда хотела увидеть себя в рыжем цвете. Я вот думаю, что, скорее всего, рыжий цвет мы не будем ей делать, но мы могли бы подобрать такой оттенок для нее, да, который бы содержал в себе рыжинку или, как вы говорите, теплый цветовой нюанс, да, и в то же время устроил бы нас с тобой. Как ты думаешь? На основе каштанового можем задать несколько золотистых бликов, скажем, чтобы они отливали цветом, золотом. Ну что ж, я думаю, давай приступать. Мы выровняем тон кожи, добавим румян и скорректируем овал. Гульзар, а как ты думаешь, мне стоит менять теперь цвета в макияже? Можете выбрать более яркие цвета помады, они подчеркнут не только ваш цвет волос, но и цвет глаз. Друзья, все мы знаем Эльвину как невероятно энергичную, веселую и активную девушку. Естественно, мы все это постарались отразить в ее образе. Надеюсь, у нас получилось. Итак, сейчас мы можем наслаждаться результатом. Встречаем Эльвину. Я очень переживала, не знала, как Эльвина будет выглядеть. Но сейчас я рада за тебя, что у тебя все в жизни случилось, о чем ты мечтаешь. Я, честно, не ожидала. Я тебя другой представляла, но это вообще превзошла все наши ожидания, честно. Новый образ шикарный. Мы ждем. А когда меняется прическа, да, обязательно что-то меняется и в жизни. Меняется внутреннее состояние. И пусть вот эти все изменения внешние привлекут к тебе и изменения в твоей личной жизни. И пусть это будет той отправной точкой, когда твоя жизнь просто стартанет, и ты будешь совсем другая, расцветешь и будешь нас радовать. С новым этапом. Да. Вперед на будущее! Я хочу сказать, что мне очень безумно нравится. Это то, чего я ждала на самом деле. Было, конечно, очень волнительно. В какие-то моменты даже тревожно. Но ваша рука профессионала все-таки она чувствуется, потому что в итоге я получила то, действительно, что представляла в своем воображении. Спасибо большое. Я очень довольна. Сразу. Спасибо, Эльвина. Я знаю всех этих девочек уже много-много лет. Я знаю, что они могут не сказать словами, но глаза, я вижу каждые глаза, и кто что говорит глазами. Мне очень приятно. Вам понравилось? I don't like the movement, I don't like the feeling, I don't like the way I am when you are not around. Guess I'm growing up now, I gotta be a man somehow, gotta be the one that takes the blame and reaches out. I don't like the movement. Мне хочется все-таки какой-то чертинки
Есть такое слово черт? You're pointing fingers with that said, I don't like the movement. I don't like the way that things have been. Can we stop and start again? I don't like this sunset.